Ежегодно в мире производят более 400 миллионов тонн коровьего молока. При этом каждая корова дает от 20 до 30 литров. То есть в среднем 180 стаканов в день. В результате за всю свою жизнь одна корова производит более 200 тысяч стаканов молока. Ставка на качество, инновационные подходы в производстве молочной продукции в Ингушетии, автоматизация работы, зарубежные технологии. В регионе повышается динамика производства молока и мяса. Теперь посмотрим, где и как получают молоко. Сегодня мы находимся на мясомолочном комплексе Сагапшинский. Здесь производится молоко. При входе в каждый склад, в каждое помещение, цех, есть специальный коврик. Это коврик дезинфекции. Здесь залита специальная жидкость. Для любого хозяйства самым главным показателем является молочная продукция. Общее количество молока, полученное от коровы за одну лактацию. Эти цифры во многом зависят от генетического потенциала животного. Несмотря на то, что комплекс сравнительно молодой, функционирует он с 2014 года. За это время он завоевал право реализовать свою продукцию в детских садах и больницах республики. Вернемся в 2014 год, как все начиналось. Спустя некоторое время сюда завезли специальную породу молочных коров черно-пестрой масти. Нетели были привезены из Оренбургской области, Башкирии и Татарстана. Они отличаются высокой молочной продуктивностью. В марте месяце 2015 года мы завезли скот с Заволжского федерального округа и Уральского федерального округа. Это скот специально молочного направления, галштинская порода. Это самая продуктивная порода непосредственно для получения по этой технологии, которая здесь предназначена для получения молока. Данная порода позволяет использовать эту технологию, и мы при этом получаем неплохие удои. Вся жизнь Руслана Аталикова неразрывно связана с коровами. Для них он и врач, и диетолог. Говорит, что они, как и люди, любят хороший уход и разнообразие в рационе. Недаром говорят, что молоко у коровы на языке. Как ты ее покормишь, такой удой и получишь. В данной секции стоит группа коров, которые по наивысшему удою идут. Значит, и структура рациона у них иная, другая совсем. В структуру рациона здесь входит у нас, значит, силос кукурузной 70% влажности, сенаж, солома для пополнения клетчатки и канскорма. Канскорма у нас готовится на нашей мельнице, и в концентрированные корма мы включаем, значит, у нас кукуруза идет, подсолнечниковый жмых, это высокобелковые добавки. По подсчетам комплекса, для получения прибыли первый год работы необходимо, чтобы молочная продуктивность первотелок была не менее 4500 литров за лактацию. При этом сохранится высокий уровень белка и жира в молоке. Достигнуть таких результатов нетрудно, если знаешь подход к хозяйству. Первый, конечно же, кормовой рацион для буренок. Кормят коров тут по-разному, для каждой группы буренок свой рацион питания. Кстати, корм тут на предприятии свой, все натуральное. Мы находимся в силосной траншее, где мы заготовили силос кукурузной молочно-восковой спелости. Для получения молока необходимо, конечно, иметь очень сильную кормовую базу. И поэтому у нас заготовка кормов проходит в процессе именно, чтобы получить наивысшую питательность этого корма. Вот если посмотреть, сейчас вот видно, что и по цвету, и по запаху вот чувствуется, что корм этот
имеет высокую оценку. Можно оценить как по 10-бальной системе, что силос хорошего качества. Значит, это силос, который предназначается для кормления наших животных, независимо от возраста, так как мы и используем монокорм, и силос – это основной компонент нашего монокорма. У коров здесь протекает полноценная насыщенная жизнь. Одни рождаются, взрослеют, начинают работать, порой ссорятся и мирятся, как и люди. Этот корпус предназначен для содержания сухостойных коров. Эта группа, данная группа – это сухостойные коровы. Для них отдельно составляется рацион, необходимый для их физиологического состояния. Эта группа здесь находится в течение 120 дней. Потом переводится в родильное отделение, где они находятся в течение 20 дней, предотельный период. И, естественно, там тоже задается уже определенный рацион свой. Вот эта группа коров, это с средним удоем. Здесь то же самое задается определенный корм для данной полувозрастной группы и физиологического состояния. То есть, значит, получается у нас так, что для каждой группы, которые находятся в этом корпусе, в другом корпусе, они разбиты по фазам продуктивности. Значит, и получают они корма, где самая наивысшая продуктивность, они получают более энергичные, высокоэнергичные корма для высокой продуктивности. В родильном отделении для телят установили индивидуальные домики. Массовый отел ожидается уже в январе. Этот цех называется телятником. Тут находятся телята. Первые 72 часа после рождения в жизни теленка наступает молозивный период. Выпойка молозива обеспечивает формирование первого пассивного иммунитета. Без него телята особенно подвержены заболеваниям. Это неделя, и старше здесь телята молочные находятся. Здесь универсальные эти домики для содержания этих телят. Они имеют здесь, значит, бункер имеется для приучения к концентратам. Имеется, значит, ведерочка, поилка с соской, с которого выпаивают телят. И чашечка для приучения к воде, питьевая вода, чтобы у них была. Между клетками мы закладываем здесь сено. Это с первых дней жизни, с 5-го дня уже приучаем к этим и к сену, и к концентратам. Этот аппарат называется молочное такси. Здесь заливается молоко, мы видим, подключается к сети электричество, и молоко согревается. Температура, которая должна быть этого молока, 39 градусов. При такой температуре, получается, этот теленок пьет молоко от родной матери. Сейчас, в принципе, он уже нагревается. Прибор показывает, сколько он температуру. Здесь можете обратить внимание, с какой температуры должно быть молоко. И после чего разливается ведра и кормят телят. С 2-3 недель до 6 теленок активно растет, в его жизни заканчивается молочный период. И начинается этап кормления обычным рационом. После того, как заканчивается выпойка телят молоком, молочный период у нас длится 3 месяца. И, соответственно, конечно, мы за 3 месяца их приучаем, как я выше сказал, с 5-дневного возраста приучаем и к кормам концентрированным, и к сену, и к воде. Значит, они после окончания молочного периода переводятся в группы, формируются группы, где они стоят в групповых клетках, и свободный подход к кормовому столу. На кормовом столе находится корм, соответствующий этим кормлению молодняка. Соответственно, здесь и в корме структура корма состоит из силоса, сенажа, сена и концентрированного корма.
Жизнь на комплексе кипит. Пока одни буренки в родильном отделении, телята только поднимаются на ноги, другие животные на процедурах. Уважаемые телезрители, я вам говорил, что у этих буренок есть все необходимые условия. Так что представляем вашему вниманию такой небольшой станок, где этим буренкам проводят еще и своеобразный педикюр. Процесс не самый приятный, но подобные жертвы не для красоты. Профилактическая отрезка копыт и чистка позволяет избежать появления различных заболеваний. На данный момент мы делаем профилактику копыт, подрезка копыт. Мы ее подрезаем для того, чтобы копыта отрастает. В соответствии с этого отрастает копыта и ломается она. Она может отрасти вот такие размеры, и она ломается. Вследствие того бывают раны у коров. Мы подрезаем копыта для того, чтобы им было удобнее, легче ходить при ходьбе. Им трудно, отрастет копыта, они не могут ходить. Вот тут ломается это копыто практически постоянно, когда она отрастает. Кроме того, условия в комплексе позволяют коровам самим ухаживать за собой. Например, они периодически окунают свои копыта в ванночки со специальным защищенным раствором. Тут на комплексе для этих буренок есть все необходимое, можно сказать, все условия. Вплоть до вот такой чесалки. Вот можете обратить, подходит корова, включается автоматическая чесалка и начинает ее чесать. В прямом смысле все условия. Подобная забота в купе с питательной кормовой базой позволяет добиться интенсивного производства молока и воспроизводства стада. Каждые полгода каждая буренка здесь на комплексе загоняется в вот такой специальный загон. Здесь берется забор крови для анализов. Вот на данный момент ветврач вместе со своими помощниками проводят забор крови, проверяет коров на болезнь, так называемый туберкулез. Забор крови производит ветврач вот в такие специальные шприцы-пробирки. В журнал записывается номер коровы, на пробирке пишется порядковый номер, под которым идет. Все закрываем и потом отправляем в лабораторию на исследование. Лаборатория потом нам присылает результаты исследования. И вот так каждые полгода. На сегодняшний день основное стадо в молочном мясном комплексе состоит из 830 голов крупнорогатого скота. Молодняк составляет более 300 голов и до года более 100 голов. Ежемесячно в комплексе появляется от 30 до 40 телят. Поточно-цеховая система замкнутого цикла позволяет получать молоко круглый год. Использование коров мы, следуем тому методу, чтобы использовать более высокопродуктивных коров. Низко и производим выбраковку. В течение года производится выбраковка стада. Для этого мы специально оставляем своих телочек, чтобы ремонт стада проводить, значит, мы используем свои телочки. Момент, когда коровы готовы к дойке, их отправляют на так называемую карусель. Неужели аттракцион так необходим животным? Трудно представить, но да, правда, и развлечением это не назовешь. Отсюда начинается производство молока. Это устройство необходимо для выдойки коров. Наблюдать за этим процессом довольно забавно. Каждая корова знает свои функции. Могли бы вы подумать, что коровы поддаются дрессировке? Карусель рассчитана на 40 мест. В сутки коров доит 3 раза. Это в 5 утра, в полдень и вечером в 21:00. Строго по графику. Но прежде чем коровы начнут давать молоко, они пройдут санитарную подготовку.
Несмотря на то, что комплекс практически автоматизирован, без традиционных доярок дойка не обходится. Ашат Хамхоева хоть и не доит сама, но контролирует весь процесс. У нас коровы доятся в день 3 раза. Дневная дойка начинается в час. Коровы оттуда заходят, мы их сдаиваем, одеваем наши аппараты, они проходят, вот здесь сдаиваются и выходят. Мы эти аппараты одеваем, они сами доят автоматически. Аппарат потом додаивается и сбрасывает. Тоже автоматика у них сам срабатывает. Мы их проверяем, вдруг там молоко что осталось. Мы повторно одеваем аппарат. Вот по такую прекрасную музыку проходит здесь доение коров. Кстати, музыку здесь ставят специально для того, чтобы коровы давали больше молока. Когда они слышат эту музыку, они расслабляются, нервная система расслабляется и повышается надой. Если бы знаменитые композиторы знали о том, как их музыка влияет на молоко, то, возможно, кто-нибудь да и посвятил бы одну из своих композиций этим созданиям. Однако это не мешает коровам наслаждаться насыщенной классикой. На карусельной установке под звуки музыкотерапии они плавно перемещаются будто на льду. Коровы не слушают новомодную музыку. Их список музыкальных жанров, направлений и стилей не входит хип-хоп, шансон или тем более рок. Тонкий вкус этих черно-белых созданий предпочитает более гармоничную музыку. Именно поэтому фермеры при каждой дойке коров устраивают симфонические концерты. Со стороны все смотрится очень забавно и смешно. Однако эта методика давно применяется на практике по всему миру. Она действительно работает. Слушая музыку, корова более спокойно, расслаблена. Ее не пугает ни шум, ни резкие движения. Ведь от полученного стресса напуганная корова не сможет дать ни капли молока. Здесь на карусели коровы, которые дают мало молока, они просто готовятся к следующему отелу. Вот в каждой секции, где стоит корова, есть такой небольшой компьютер. 182 показатель – это номер буренки. А вот следующий показатель, вот можете обратить внимание, 3,90. Это сколько молока дала эта корова вот буквально там за пару минут, пока она стоит на карусели. Во всем этом процессе участвует один оператор и 3 доярки. Автоматизированная система заменяет несколько десяток доярок и весьма экономит время. Молоко поступает по трубопроводам в накопитель. С накопителя насосом подается по трубам охладитель. До поступления в охладитель молоко проходит через 2 фильтра грубой очистки и 1 фильтр тонкой очистки и поступает в танкер, где молоко охлаждается. Сразу после того, как молоко поступит в цистерны, его отправляют на молокоперерабатывающий завод, находящийся в Малгобеке. Здесь установлена вся необходимая аппаратура для того, чтобы выпускать уже готовую для потребления продукцию. Здесь с помощью огромных сепараторов, смесей и других нехитрых манипуляций для покупателей готовят различную молочную продукцию. Молоко с молоковоза у нас поступает в танк-охладитель. Здесь оно охлаждается. Это же молоко мы потом сепарируем, пропускаем через гомогенизатор, пастеризуем это молоко и готовим в большой емкости готовую смесь. Оттуда, с этой емкости, это молоко попадает у нас в емкости уже в те готовые смеси. В день до 3 тонн готовой продукции. Цифра для такого небольшого завода весьма впечатляющая. Но ограничиваться этим здесь не собираются и планируют наращивать темп производства, чтобы выйти на передовую в сфере поставок молочных продуктов не только в нашей республике. После переработки молока оно фасуется по разным цистернам, в зависимости от того, какой конкретно продукт должен получиться в итоге – молоко, кефир, сметана, сыр или творог. Это емкости для охлаждения, мы выдерживаем всю сметану, молоко, кефир. 2 емкости для молока. Это мы охлаждаем молоко, и оно разливается по этой всей системе, идет расфасовочный станок. Следующая у нас емкость – это для сметаны.
Это сметана у нас 20%. Дальше у нас идет емкость, это для кефира 1% и 2,5% кефир. И вот у нас, вот, не знаю, разливается эта вся продукция на этих станках. Несмотря на то, что в этих цехах производятся натуральные молочные продукты, которые у жителей Ингушетии всегда были в почете, нельзя сказать, что у предпринимателей нет отбоя от покупателей. Хотя в последнее время, по словам директора, ситуация начала улучшаться. У нас функционирует магазин при заводе. Мы открыли специально для того, чтобы людям было удобно брать, была эта продукция доступна для людей. И, конечно, у нас уже есть свои постоянные покупатели, которые приходят каждый день за нашей продукцией, и свежей продукцией. У нас кефир суточный, молоко суточное в магазине бывает. Поэтому мы открыли его специально при заводе, чтобы нам было удобно непосредственно со своего с холодильной камеры поставлять в магазин свежую продукцию. Основная причина малой численности покупателей продукции молоко Ингушетии – банальное незнание того, что такой завод функционирует в Малгобеке. Хотя те, кто однажды попробовал продукцию местного производства, непременно возвращаются снова. Бывает, даже из других республик наведываются. Молочный продукт. Да, ляндали. Один мужчина, и да, ляндали. Как и любое предприятие, наше предприятие тоже имеет свои планы на будущее. Это, естественно, конечно, увеличить валовой надой. Для этого нам необходимо, конечно, увеличить основное поголовье коров, что мы и планируем на будущее. Значит, увеличение кормовой базы, усиление кормовой. Без хорошей кормовой базы, значит, мы не можем достигнуть тех показателей, которые мы должны достигнуть. Для этого нужно еще, чтобы кормовую базу усилить, наверное, естественно, и увеличение площадей посевных нам надо обязательно это сделать, дополнительные площади нам нужно. Примерно на будущее мы и планируем, чтобы увеличить поголовье до 1200 голов основного стада, я имею в виду коров, и при этом иметь необходимое количество телок, нетелей для ремонта стада. Это первая необходимость такая, чтобы нормально функционировать при такой технологии, при такой системе, поточной цеховой системе получения молока и воспроизводства стада. Реализация, конечно, оставляет желать лучшего, чтобы у нас есть возможности для переработки молока, но с реализацией у нас бывает, конечно, туговато и тяжело. Единственное, то, что мы делаем, получаем сырое молоко, цельное охлажденное молоко, которое мы получаем, мы можем только по заявкам наших потребителей только перерабатывать, вот сколько необходимо им все. Ну, молоко у нас, продукцию, которую мы получаем, это чисто из натурального цельного молока мы получаем. Ну, многие люди, наверное, не знают об этом, что это то молоко, которое непосредственно по ГОСТу, та продукция, которую мы производим, она была по ГОСТу, выпускается, и, конечно, те требования, которые необходимы вот для молочно-кислых продуктов, они и имеют. Но выше того, что есть, мы не можем это сделать. Это не то молоко, которое с сухого молока получают. В любом случае, свои постоянные покупатели и даже оптовые у комплекса уже есть. Несмотря на это, в будущем молоко Ингушетии планирует поставлять свою продукцию в школы и детские сады. Ведь детям нужно давать все самое лучшее и натуральное. А для того, чтобы их порадовать еще больше, самый крупный молочный комплекс Ингушетии уже выпускает йогурты.